Президент Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов. Главы администрации отчитались о работе за 5 месяцев этого года, обсудили помощь гражданам, пострадавшим от последствий стихии, ремонт дорог, в том числе проселочных. И Бадра Гунба дал ряд поручений. Вот об этом подробно и будем говорить в этом выпуске программы «Главный четверг» на примере Ачимчирского района. И у нас в студии глава этого района Алхаз Зурабович Кац. Алхаз Зурабович, мы вас рады видеть в нашей студии. Спасибо большое за приглашение. Начнем, наверное, с информационного повода. Это такое большое первое совещание с вашим участием. Расскажите, какие главные задачи, на ваш взгляд, прозвучали со стороны президента? Да, это действительно было первое расширенное совещание с главами администрации городов и районов, в котором я принимал участие. Вначале все главы выступили с докладом по бюджету, по налоговым платежам, по ремонтно-восстановительным работам, по социальным выплатам, по зарплатам. Все главы отчитались. После этого мы перешли к повестке дня. Много задач было между нами поставлено президентом, которые практически со следующего дня мы уже приступили к их реализации и выполнению. Наверное, мы как-то по пункту пройдемся, да, по каждому из поручений. Наверное, да, коротко, так, чтобы мы успели в рамках нашего интервью обо всем подробно поговорить. И обязательно к бюджету района тоже вернемся. Давайте с самых главных поручений, какие бы вы выделили, особенно актуальные для Ачимчирского района? Одно из самых главных поручений, это было, нам необходимо подготовить материалы по приоритетным ремонтно-восстановительным работам. Это практически все сферы. Это начиная с ЖКХ, за объекты инфраструктуры, с оснащением медучреждений, образовательных учреждений, культуры, спортивных объектов, обустройства пляжных зон и так далее. Если мы говорим о ЖКХ, это нам необходимо составить материалы. Речь идет здесь нам необходимо сделать дефектные акты, чтобы было понимание, о каких суммах идет речь, чтобы восстановить те или иные объекты. Касаемо ЖКХ, это начиная от фасадов, зданий, крыш, тротуары, парк и так далее. То есть объемнейший документ, который нам необходимо составить. Мы уже начали реализацию, подключились к этому все необходимые специалисты, все отделы, все направления. Нам нужно в 2-3 месяца все необходимые материалы по этому вопросу предоставить президенту. Это наверняка сложно, но тем не менее вы, вступив в должность, уже изучили Да, это, ситуацию. Конечно, сложный, нелегкий процесс, но отведен тоже немаленький срок, это 2-3 месяца. В принципе, такая работа уже проводилась, у нас есть наработки, у нас есть понимание, в какие объекты нужно вложиться, где острая необходимость есть, где приоритеты мы будем давать. Можно сказать, что половина этих данных у нас уже есть. Мы экстренно, быстрыми темпами, я думаю, в течение 2 месяцев мы оставшиеся материалы подготовим и предоставим президенту. Будет выделена какая-то помощь району? Какие предположения? Конечно, да, мы на это надеемся. Вы знаете, Бадр Зурабович говорил, что у нас будет восстановлен программа помощи 2630, да, российская инвестиционная программа, да, и, скорее всего, эта информация нужна, чтобы часть этих объектов, они, соответственным образом, попадут в эту программу. Часть этих объектов мы будем, конечно же, восстанавливать своими силами тоже. По поводу своих сил, какие будут возможности, и про бюджет мы вернемся. Объекты инфраструктуры, которые нуждаются в ремонте, и вы сказали, что вы будете определять приоритеты. Какие приоритеты? На что в первую очередь вы хотите, чтобы обратили внимание? Я думаю, что приоритеты практически одинаковые во всех районах. У нас основные проблемы – это инфраструктурные проблемы с дорогами, проблемы с водоснабжением, с канализацией. Это первые острые проблемы, которые нужно решать.
соответствующая работа уже проведена, есть понимание, где нужно провести эти работы. Первый упор, удар, конечно же, будет направлен на эти направления. По поводу собственных сил, да, вы в том числе и перед президентом, главы районов, отчитывались о работе за 5 месяцев. Вот какие поступления и какие у вас предположения, какие будут ли собственные средства? В последнее время в Ачимчирском районе и туризм начал развиваться. Может быть, это стало таким стимулом для экономики района. Что вы видите по цифрам за 5 месяцев и какие у вас ожидания? За 5 месяцев текущего года, вот если исходить из плана годового, да, выполнение бюджета у нас составляет порядка 28%. Конечно, есть отставание у нас на сегодняшний день. Ни для кого не секрет, да, основные бюджетообразующие у нас предприятия, это в том числе рыбные заводы, да, которые они в нашем районе представлены в количестве 6 штук. В этом году рыбной путины не было, соответственно, не было хамсы. Вот основная часть дохода, которая выпала, это налог на прибыль, связана с этими предприятиями. Это для нашего района большая цифра. Порядка, ориентировочно, сегодня сложно сказать, но ориентировочно это 85 миллионов, которые выбыли, это собственные средства. Наши собственные средства в районе составляют порядка 235 миллионов рублей. Из них, вот вы понимаете, да, что это огромная цифра выпадения этих денег. Но, тем не менее, мы пытаемся наверстать это. У нас есть другие источники дохода, на которые мы делаем упор. Я бы хотел отметить, например, вот выполнение по налоговым сборам, да, по доходу у нас составляет 64%. Но по отдельным показателям, понимая, что у нас вот выпадение вот таких больших средств, мы большой упор сделали на земельный налог. Вы знаете, у нас большой район, аграрный, большие площадя. У нас были случаи, которые арендаторы недобросовестно относились к использованию земель. Есть случаи даже, где мы, 2 случая, где мы уже изъяли эти земли за неуплату соответствующих платежей. Есть люди, которые с пониманием отнеслись и оплатили задолженность. Есть категория людей, с которыми мы заключили рассрочку, чтобы оплатить долги. Таким образом, вместе с налогом, Министерством по налогам и сборам по Ачимчирскому району нам удалось при запланированных 1 300 000, скажем, должно было поступить, на 14 миллионов больше у нас поступили соответствующие платежи. То есть мы наверстываем в другом направлении. Плюс, как вы сказали, мы в этом районе, в нашем районе сейчас в последнее время хорошо активизировалось направление туристическое. Министерство туризма тоже делает все возможное, чтобы больше людей привлечь в нашем направлении. Открываются новые маршруты, открываются новые объекты. Конечно, в конечном итоге это все принесет большую динамику, плюс бюджет нашего района. Ожидания хорошие от сезона туристического, но вот возвращаясь к ресурсу земли, да, об этом отдельно президент тоже во время встречи говорил. Одно из поручений, да, кстати, было, что землям сельскохозяйственного назначения иных категорий, чтобы было внимание уделено, и все выделения земли, которые связываются в этих категориях, чтобы они были согласованы с профильными министерствами. Но Бадыр Зурабович не первый президент, который обращает внимание на проблему рационального использования земель сельхозназначения. Мы вот часто наблюдаем на заседаниях парламента или районных собраний. Часто перевод земель, да, происходит. Вот земельные вопросы часто на повестке. В вашем районе насколько эта тема актуальна, перевод земель из сельхозназначения на другие нужды? Понимаю, что иногда, да, на туристические цели эффективнее с точки зрения бизнеса использовать земли, но в будущем, если рассмотреть перспективы развития аграрного сектора, то что потом может быть? Вот в этом плане какая у вас ситуация? У нас такая же, наверное, проблема, как во всех районах, поэтому было соответствующее поручение президента, чтобы подробнее разобраться в этом. Речь о чем идет, да?
когда из одной категории в другую категорию переводится, понятно, приоритет должен быть такой. Если земли сельхозные, опять-таки это будут согласования с министерством профильным, если это касается земель сельского хозяйства, с министерством сельского хозяйства. У нас помимо земель сельского хозяйства и прибрежной зоны Ачимчирского района много территорий Гослесфонда, земли территории лесфонда. То есть там тоже соответствующая процедура есть, это все согласование делается. Если же касаемо земель сельскохозяйственного назначения, то приоритетом должен быть непригодные к земле под сельхозугодие, там неблагоприятные условия, может быть заболоченные почвы. То есть приоритетом должны быть, если на этих землях может наши культуры там произрастать, вопрос об этом идет, что, скорее всего, министерство будет против передачи этих земель, и мы будем эти вопросы с ними согласовывать. Но опять-таки, если же это может быть и прибрежные, и неприбрежные территории, но в этих местах целесообразнее, скажем, курортную сферу развивать, то согласование с их одобрения эти земли могут быть отданы под другую категорию, переданы соответствующим переводом земель. С точки зрения реалий и бизнеса, да, вот сейчас, наверное, актуальнее туристическую отрасль развивать. Не так легко аграрный сектор, может быть, развивать, потому что поиск рынков сбыта и прочее. Я не совсем согласен, с этим. Да, и касаемо именно нашей территории, нужно развивать оба направления. Мы в первую очередь это аграрная территория, аграрный район. Мы должны упор делать и не на сельскохозяйственное. Мы должны сами выращивать здесь свои овощи и фрукты, чтобы мы могли не только местное население, прежде у нас зачастую получается, что уже на нашем рынке преобладают и иностранные продукты, хотя с нашими климатическими условиями, природными условиями, это все у нас можно вырастить, и сейчас большой упор делается в этом направлении. Вот даже последняя программа, которая была по сельскому хозяйству, помощь населению, там большая часть проектов и большая часть заявителей были с Ачимчирского района. То есть там порядка, по-моему, 40% из общего бюджета, которые деньги будут в следующем году будут направляться. Это проекты, которые уже прошли, которые уже было одобрено. Это будет в Ачимчирском районе очень много перспективных, хороших проектов. Есть много людей, которых работают на земле. Им нужно просто небольшой толчок дать. Они с удовольствием будут этим заниматься и будут обеспечивать нас и гостей местным товаром. Вы в своем первом интервью для «Спутник» говорили о том, что будете, вы немножко эту тему уже раскрыли, с земельными ресурсами будете разбираться, чтобы было понимание, чем мы обладаем, кто платит налоги, кто давно не платит. Вообще разобраться в этом вопросе для начала нужно понимать, какое количество земель в нашем распоряжении, паспорт района, сейчас он как готов. раз возвращаясь к этому, как раз сейчас одно из поручений было, нам нужно составить паспорт административно-территориальных единиц. В том числе, в первую очередь, это касается сел, касается это нашего района. Речь как раз-таки идет о площадях, населения, там и географические, и природные, все основные показатели в этот паспорт войдут. И после этого у нас будет полная картина. Я уже до этого тоже говорил. По тем данным, которые у нас есть, мы уже соответствующую работу ведем. Я повторюсь, есть где и изъятие земель происходит в одностороннем порядке, есть где люди с пониманием относятся к этому вопросу, есть где много, соответственно, я же говорил, что у нас плюс 14 миллионов, это как раз за счет этой работы, за счет активации направления в этом направлении. Не может так человек оформить в свое время земли, и годами у нас, получается, есть люди, которые задолжали 5, 7, 8 лет. Мы это приводим в порядок. Есть, конечно, это не такой легкий, тернистый путь, но, тем не менее, в этом направлении я считаю, что у нас хорошая работа проведена. Есть еще несколько объектов, над которыми мы работаем. Или будет рассрочка платежей, они должны будут часть средств сразу оплатить, а на вторую мы идем вместе, согласованно с Министерством по налоговым и сборам, мы делаем график погашения задолженности, С теми же, с кем у нас не получается выстроить диалог, мы будем в одностороннем порядке
эти земли аннулировать. А есть понимание, какое количество вообще долгов, какое количество можно собрать, сколько задолжали арендаторы земель? Вот на последние данные, которые у нас были, да, вот основные, я хочу сказать, что это не совсем огромные цифры, это порядка 15 миллионов было, но мы их... Вот, учитывая, что собственные доходы 200, 35, примерно 40, 235 миллионов, для нас это огромная цифра, и вот плюсом, что у нас вот получилось сейчас там 14 миллионов, оно перекрывает там многие наши проблемы. Опыт Гагарского района часто вспоминают. Еще несколько лет назад, когда из-под налогообложения выпадало большое количество, да, объектов, и вот благодаря тому, что сумели все-таки вот наладить эту работу, район стал не то чтобы дотационным, перестал быть дотационным, но и такой стал сам себя обеспечивать, плюс какие-то деньги бюджету страны в целом. Вот в этом плане работа налоговой, будет ли меняться, будут ли меняться подходы? Что вы об этом вы думаете? У нас понятно, сейчас, что не такое количество объектов, да, может быть, сейчас новый министр по налогам и сборам, у нас определенная работа есть, уже налажена, и вот то, что я до этого говорил, то по земельным вопросам, это вот было... С ними согласованы эти вопросы. У нас сегодня выделение земли, которое новое даже происходит, да, мы просим на год вперед оплатить. Оно свой эффект это дало. То есть за счет этого, это как раз-таки один из гагранских опытов было, которое там оно хорошо себя промбировало. Мы его, после того, как мы обговорили это с министром по налогам и сборам, мы его попробовали у себя в районе. Оно дало хорошие показатели. А так, то, что вы говорите, там какие-то объекты находились в тени, да, ну, слава богу, в нашем районе таких объектов немного, и их небольшое количество, да, у нас это легко проверяется сейчас. И министерство, мы работаем как бы рука об руку, плечо к плечу. Хорошую работу и Министерство по налогам и сборам сейчас проводит по Чемчирскому району. Буквально недавно была совместная инвестиционная поездка с нашим отделом Министерства экономики, администрации района вместе с сотрудниками по налогам и сборам Чемчирского района. Они выезжают на те объекты, которые проблемные или не показывают, скажем, доходную часть, или разбираются на местах. Тоже соответствующий эффект мы планируем получить в будущем. Но у нас сезон, как вы понимаете, если это говорит о туристической сфере, то только-только начинается. У нас вот открытие сезона было с 10 июня, и вот сейчас вот у нас уже вот небольшие потоки пошли в нашу сторону. А вы сказали, что новые маршруты тоже открываются? Может быть, есть маршруты, о которых мы еще не знаем, и какие самые говоря о новых маршрутах, да, как раз таки имелось в виду, что они так есть, но они не раскручены. А Министерство туризма как раз таки сейчас вот вместе с нами мы вырабатываем программу, еще больше внимания уделяет Чемчирскому району, малоизвестные, но при этом привлекательные наши туристические объекты, чтобы туда сделать посещаемость туристов еще больше. Это и Творческое направление, эти наши пещеры в Атапском направлении, и музеи наши. Вот мы хотим задействовать и музей, там, Баграта Щингба, очень много направлений. Дом музея, да, то есть, которые, я думаю, что... Будут востребованы? Да, будут востребованы, конечно. И с учетом того, что аэропорт открылся, много туристического потока. Мы надеемся, что в нашем направлении это будет актуально, полезно, и соответствующий результат оно должно принести. Но интересно, как вот примеры есть такие, когда население, там люди сами создают какие-то туристические маршруты, пользуясь природными нашими богатствами, да, там какую-то пещеру кто-то открыл, какой-то водопад, какая-то интересная тропа, какие-то раскопки там проводились. Вот человек как бизнес, да, заинтересовался этим, он создает эту инициативу, вокруг там какой-то объект облагораживает, но как вот это взаимодействие с администрациями у них происходит? Вот, допустим, я живу в каком-то селе, рядом со мной что-то очень красивое, я беру это, из этого делаю такой туристический маршрут. Что от этого район получит? И как вообще взаимодействие выстраивается?
Это в любом случае нужно будет оформлять соответствующим образом и в районе, и в государстве. Если это объект туристической направленности, оно должно быть зарегистрировано, начиная от налогов, Министерства налогового сбора и там министерства и так далее. То есть это в любом случае человек, который это юридическая, получается, процедура, при котором соответствующие платежи, там уже министерство будет, это патент будет или еще какое-то направление, это уже их прерогатива. Но в любом случае соответствующие платежи там в районе, в государство не будут идти. Другое дело, что это частными руками делается, но в любом случае там платежей, конечно, меньше, чем, скажем, там государство. Если бы само государство занималось бы? В любом случае оно облагается налогом, оно фиксируется. Вот поэтому мы и говорили до этого, что вот была совместная поездка по некоторым объектам, которые на сегодняшний день поток туристов туда идет, но никаких платежей государства от этого не было. И соответствующая работа проведена, они взяты на учет, они зафиксированы. И таким образом много таких объектов? У нас их немного, да. Я вам скажу, немного, может, там несколько единиц, и то с ними соответствующие. Плюс у нас как получается, вот мы говорим о пещерах, мы говорим о водопадах, это в любом случае это государственные, а это муниципальные предприятия. Как бы там это собственность страны, народа, государства, да. То есть в любом случае оно будет оформляться соответствующим образом. С другой стороны, да, человек вкладывает собственные силы, создает этот объект. Государство еще не сделало, а я взял и сделал такое. И тут он помогает сохранению села, но как-то надо найти золотую середину. Они руководят этими объектами, да, если они его открыли, они его облагородили, они создают МУП, и они являются учредителями, там, руководителями этого органа. Просто государству они платят соответствующие платежи. Хорошо, а вот сельское хозяйство, вы упомянули программу развития от Минсельхоза. В некоторых районных администрациях пытаются тоже собственными силами помочь. Есть ли у вас такая возможность? Какие-то свои программы точечно помогать? Касаемо сельского направления, у нас предусмотрено, мы просто помогаем социально уязвимым категориям, может, инвалидам войны, которые не могут собственными средствами, допустим, спахать землю, обработать. У нас сумма заложена, такой категории людей мы помогаем в помощи спашки и так далее, там, переочередных работ, которые необходимо сделать на земле. Вот такая у нас программа есть. А так, что собственных средств у нас нету, чтобы мы какую-то там программу, скажем, профинансировали. Речь идет о помощи социально уязвимых категорий, которые мы ежегодно спахиваем, эти территории помогаем таким образом. И, завершая наш разговор, ожидания по исполнению бюджета, по туристическому сезону в этом году, учитывая то, как сезон начинается, как вы видите вообще, с какими, может быть, результатами, какие у вас ожидания? Ожидания, исходя из того, что я скажу, в целом о стране я скажу, да, исходя из докладов глав, у нас очень хорошая тенденция, динамика положительная, идет увеличение платежей и сборов. В частности, в Ачимчирском районе, да, я до этого говорил, у нас есть выпадение, связанное с некоторыми предприятиями, но тем не менее мы, скажем так, часть этих денег мы отыграем, мы перекроем. На следующий год мы ожидаем и в нашем районе увеличения, то есть доходной части. И в целом везде будет положительная динамика, рост поступлений. И коротко, еще один важный момент, который президент озвучил на совещании, это необходимость в законные сроки задекларировать доходы, расходы, имущество глав администрации и других должностных лиц. Этим уже занялись в вашей администрации? Конечно, но здесь речь идет о тех людях, которые, допустим, вновь назначены, такие как я, они должны уже, мы подаем декларацию, а остальные, которых это непосредственно касается, там в законные сроки до 1 августа все должны свои декларации сдать. Такая работа ежегодно и до меня это проводилось, и соответствующим образом и дальше она будет проводиться. Вы успели сдать уже декларацию? Я на предыдущей работе еще задекларировал, я тоже был госслужащим, но... То есть эта декларация перетекает? Да, я же уже сдавал эту декларацию, получается, но...
заново сдавать не нужно. Все понятно. Спасибо вам большое. Будем следить за тем, как будут развиваться события, как сезон будет проходить, какие изменения в бюджете района будут происходить. Спасибо большое, что были с нами здесь в студии. Спасибо вам большое за приглашение. А я напомню нашим слушателям, у нас в студии был глава Чимчирского района Алхас Кация. Мы говорили о том, какие вообще показатели за 5 месяцев и какие планы на этот год.